Привет! В этом уроке мы рассмотрим вторую форму притяжательных окончаний. Притяжательные окончания второй формы отвечают на вопросы «кмдк» кого, «ненк» чего, значение чей. Правила присоединения окончаний те же, что и в винительном падеже, но гласное в окончаниях всегда мягкое не меняется в зависимости от твердости или мягкости слова. Притяжательные окончания второй формы могут использоваться вместо родительного падежа. В родительном падеже будет «Оспаннын кытабы» – книга Оспана. Во второй форме будет «Кытаб Оспандык». Имя Оспан заканчивается на сонорную «н», поэтому добавляем звонкое окончание «дк». Сериктын телефона – телефон Серика. Во второй форме будет телефон Сериктк. Имя Серик заканчивается на глухую «к», поэтому добавляем глухое окончание «тк». Баланын ойыншығы – игрушка мальчика либо игрушка ребенка. Во второй форме будет ойыншық баланыкі. Слово «бала» заканчивается на гласную, поэтому добавляем сонорное окончание «нк». Запомните личные местоимения в притяжательной второй форме. Именительный падеж атау септек. Кым – кто, мен – я. Притяжательная вторая форма кымдк – кого, чей, менык – мой, моя, мое. Сен – ты, сенык – твой, твоя, твое. Уважительная форма сіз – вы, сіздікі – ваш, ваша, ваше. Ол – он, она, оныкі – его, ее. Множественное число біз – мы. Біздікі – наш, наша, наше. Сендер – вы, сендердікі – ваш, ваша, ваше. Уважительная форма сіздер – вы, сіздердікі – ваш, ваша, ваше. Олар – они, олардікі – их. Сравним обычные притяжательные окончания и притяжательные окончания второй формы. Әже – бабушка, менің әжем – моя бабушка. Әже менікі – бабушка моя. Мақала – статья, сенің мақалаң – твоя статья. Мақала сенікі – статья твоя. Кішкентай бөлме кімдікі? Оныкі. Маленькая комната чья? Ее. Кішкентай бөлме – маленькая комната. Кімдікі? Кого? Чья? Оныкі? Ее либо его. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.